День Конституции Татарстана. Неприходящие смыслы. Заглянем в зеркало истории, увидим казанские параллели в Дне народного единства. А еще увидим сегодня единство на фронте, как наш железный батальон становится кузницей кадров для российской армии. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Это было впервые в истории для Российской Федерации. Время-то показалось, все делалось правильно. Тогда и произошло и экономическое укрепление Татарстана, налаживание внешних экономических связей. День рождения Конституции Татарстана. Значение, смыслы и не теряет ли основной документ актуальности? У нас появилась возможность получать налогоуведомления через портал государственных и муниципальных услуг. Тенденция у нас очень хорошая. Могу сказать, что только за год, сократилось должников на 300 тысяч человек. Время заплатить налоги. Можно ли оплатить за родственника? Какие льготы полагаются и какие новшества ввели? Никому ничего не понятно. Это же только телевидение начало работать. Мы были единственной студией вообще в Советском Союзе, которая снимала в те годы на широкой 35-метровой пленке. Эра телевидения. События космического масштаба. Как создавалась Казанская телестудия. Казанский саммит БРИКС красной линией прошел через весь Валдайский форум, прошедший на этой неделе в Сочи. Напомню, на Валдайском форуме с 2004 года собираются ученые, исследователи, политики и общественные деятели со всего мира. Это одна из авторитетных площадок по анализу текущей ситуации в мире и прогнозированию будущего. Но обо всем по порядку. Президент России Владимир Путин выступил на завершающей пленарной сессии Валдайского форума. И потом до 12 ночи общался с участниками, демонстрируя прекрасную физическую форму. Сначала Владимир Путин упомянул Казань в своем выступлении на форуме, говоря о строительстве нового миропорядка. Давайте посмотрим. Прототип нового, свободного и неблокового характера отношений между государствами и народами, сообщества, которое формируется сейчас в рамках БРИКС. Это в том числе наглядно иллюстрирует тот факт, что даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной тесной, более тесной работой с БРИКС. Наша страна в этом году председательствовала в объединении. И совсем недавно, как вы знаете, прошел саммит в Казани. В ходе открытого диалога с участниками Валдайского форума Владимир Путин второй раз упомянул Казань-БРИКС, отвечая на вопрос, какие страны смогут гарантировать в будущем более равноправное и свободное от какого-либо диктата будущее мира. Мне бы хотелось, чтобы мир был сбалансированным, и чтобы в нарождающейся многополярной системе учитывались по максимуму, насколько это возможно, интересы всех участников международного общения. Чтобы была создана система, которая бы учитывала интересы друг друга, и чтобы был создан механизм поиска компромиссов. Надеюсь, что нам удастся создать такую систему. Во всяком случае, стремиться к этому нужно. Кто этого хочет, если такие силы, которые стремятся к этому, есть, конечно. Это прежде всего, это участники БРИКС. Мы только что об этом говорили, и говорили об этом на саммите в Казани. Но это, извините меня, это немало. Ваша родная страна, Китайская Народная Республика, это Индия, это ЮАР, это Бразилия, крупнейшая страна Латинской Америки, Россия, которую представляет ваш покорный слуга сегодня. И весь российский народ, уверяю вас, настроен именно на такое мирное развитие, миролюбивое развитие ситуации в мире. Тему саммита БРИКС в Казани на заседании Валдайского форума продолжили ученые и политики со всех континентов. Стало понятно, что идеи и подходы к строительству многополярного мира, озвученные именно в Казани, нашли отклик во многих странах. И вот что сказал Расигана Махараджи из Южной Африки. В то же время был проведен успешный саммит БРИКС в Казани. Тогда
Генеральный секретарь ООН сам говорил о том, что существующая финансовая архитектура несправедлива и неэффективна. Необходимо вместе работать для того, чтобы снизить такое неравенство. Необходимо создавать системы, которые будут способствовать обмену знаниями, обеспечить равные возможности для развития всех и каждого. Профессор Паула Батиста Ногейра из Бразилии, задавая вопрос Владимиру Путину о платежах в рамках БРИКС в национальной валюте и необходимости создания новой резервной валюты, также упомянул обсуждение этой темы на Казанском саммите БРИКС, процитировав президента Бразилии Лулу Сильва. Согласитесь ли вы, что платежи в национальных валютах есть определенные ограничения, и что мы постепенно, шаг за шагом, аккуратно будем переходить к новым средствам платежа, новой резервной валюте? Президент Лула, кстати, говорил об этом в своем заявлении во время Казанского саммита. Мне было бы интересно услышать ваше видение по этому вопросу. Спасибо. Свое выступление на Валдайском форуме профессор из Китая Фэн Шаолей вообще начал прямо со слов благодарности президенту России Путину за прекрасную организацию саммита БРИКС в Казани. Ну, то есть с Трампом готовы повести? Готово. Хорошо. Так, ну что же, пока нет Трампа, давайте поведем дискуссию с теми, кто здесь. Давайте начнем с профессора Фэн Шаолей. Фэн Шаолей с Китая. Уважаемый господин президент, очень рад вас еще раз видеть. Сначала хотел бы передать благодарности от моих китайских коллег за очень прекрасные организации, показанные русскими друзьями при Казанском саммите. Таким образом, когда мы говорили, что именно в Казани на саммите БРИКС началось строительство нового миропорядка, это вовсе не преувеличение. Раис Татарстана Рустам Минниханов, мы все действительно оказались участниками события мирового масштаба. Прекрасная организация саммита БРИКС в Казани позволила наметить пути дальнейшего развития стран БРИКС и всего мира в целом. Казанский саммит БРИКС уже вошел в историю как отправная точка будущих масштабных изменений и трансформаций всего мира. Мне кажется, мы еще, может, до конца не понимаем всего значения того, что произошло в Казани. Но одно у меня не вызывает сомнений. В строительстве фундамента нового миропорядка, который начали создавать в Казани, есть доля участия каждого татарстанца. И это, безусловно, вызывает у нас чувство гордости за нашего Раиса Рустама Минниханова, за его команду, за нашу сильную республику, за нашу столицу Казань, которая сегодня на устах всего мира, как символ надежды на лучшее, справедливое будущее. Аминь. Выскажу еще одну мысль. Проведение саммита БРИКС в Казани стало возможным благодаря Конституции Республики Татарстан, которая обеспечила поступательное развитие республики, превратив ее в самый лучший, в самый удобный для жизни людей субъект Российской Федерации. Пусть на меня другие регионы не обижаются. Это не мои слова. Это слова генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, который сказал: «Ничего из увиденного мной в России не сравнится с Татарстаном». 6 ноября, день рождения Конституции Республики Татарстан. По случаю праздника президент моего сердца Рустам Минниханов обратился ко всем жителям республики. Цитата. «Уважаемые татарстанцы, поздравляю вас с Днем Конституции Республики Татарстан. Ее принятие Верховным Советом Татарстана в 1992 году заложило правовые основы развития республики на изломе эпох, период реформ и связанных с ними изменений в российском обществе. Конституция Республики Татарстан определила государственное устройство, направление социально-экономической политики, закрепила приоритет прав и свобод человека и гражданина, а также равные возможности всех татарстанцев. Принципы и нормы, провозглашенные в документе, равно как их реализация, позволили в трудное время обеспечить стабильность и сплотили граждан, сохраняя исторически сложившееся единство народов, проживающих в республике, их традиции и ценности, развивая культуру и языки, наши дружеские отношения. Мы стали примером межнационального и межконфессионального согласия. Сегодня Татарстан – регион-лидер, в котором комфортно жить, трудиться, создавать семьи. Опираясь на основной закон, мы ставим цели и строим планы
последовательно воплощаем их в жизнь. Благодаря поддержке Федерального центра и лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также созидательному труду татарстанцев, республика сохраняет высокие темпы экономического развития и повышает качество жизни людей. Тимур Бекмурзин о непреходящем значении основного закона Татарстана и его актуальности в современных реалиях. Принятая сегодня Конституция – первая в нашей истории, идущая от интересов республики. Она создавалась не по чьей-либо указке, а базировалась на волеизъявлении народа. Такие далекие и такие актуальные события, имеющие важнейшее историческое и прикладное значение. Конституция Татарстана, принятая более 30 лет назад, многократно переписанная, адаптированная по текущей реалии, тем не менее до сих пор актуальная, судьбоносная и основополагающая. Как для Татарстана, как опорного региона России, самодостаточного, экономически развитого, ведущего активную международную деятельность, так и для самой России, как мировой державы, выступающей за справедливый и многополярный мир. Во всех этих утверждениях нет ничего взаимоисключающего. Если понять это, картина складывается целостная и абсолютно логичная. А для этого важно перекинуть мостики из начала 90-х, когда в разваливающейся на глазах огромной стране Казань была местом горячих политических баталий, а Конституция Татарстана, она была принята раньше российской, стала документом, основой скрепляющей разные силы, интересы людей. До сегодняшних дней, когда Казань принимает десятки иностранных делегаций и мировых лидеров на саммите БРИКС. И важно понять, одного без другого быть не могло. Время-то показалось, все делалось правильно, все делалось поэтапно. И сегодня Татарстан, благодаря во многом и этой Конституции, и той политике, которая тогда проводилась, тогда ведь произошло и экономическое укрепление Татарстана, налаживание внешних экономических связей, политических связей. Без этого сегодняшний БРИКС в Казани, возможно, и скорее всего не состоялся бы. Она принималась в условиях большой мировой трагедии, я бы назвал, распада Советского Союза. Он проходил очень непросто, и именно Конституция Татарстана в те времена обеспечила мир, спокойствие. Конституция Татарстана создала дополнительные возможности для реализации, развития нашей экономики. Татарстанский парламент образца ноября 1992 года – это не просто место для дискуссии, а арена для острых политических битв, где столкнулись три разнонаправленных течения. Одно проправительственное или условно-центристское во главе с первым президентом Минтимером Шаймиевым. Другой ближе к радикалам с лидером Фузией Байрамовой, выступавшей за фактическое отделение от России, и условные пророссийские силы, депутаты, ратовавшие за более тесные отношения с Москвой. В этих непростых реалиях, говорит политолог Андрей Большаков, любые крайние позиции сулили огромные риски. Но жизненно необходимый компромисс был найден, стороны объединились вокруг позиции, выдвигаемой Минтимером Шаймиевым. Тогда, мы знаем, было три фракции. Фракция «Согласие», фракция «Татарстан» и фракция, которая представляла, ну, скажем так, проправительственные, да, силы политические. И вот эти три фракции сумели договориться и принять Конституцию. Так сама Татарстанская Конституция стала фактором единения, учета интересов разных позиций и основой для успешного развития. Прежде всего, в экономике. Была признана даже раньше Российской Конституции право частной собственности, собственность на землю. И это было впервые в истории для Российской Федерации, потому что мы опередили где-то. Но не только в экономике. В интеллектуальном плане развито, тем более связи расширяются с зарубежными странами. И мы знаем вот по сфере образования с вами, да, только вот наш институт международных отношений, истории востоковедения, связи колоссальные. Важнейшее достижение Конституции Татарстана, обозначенное в статье 6, это фактическое закрепление за республикой статуса субъекта международных и внешнеэкономических отношений. Понятно, что эта норма была адаптирована в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации. Но показательно роль Татарстана и его руководителя как субъекта международных отношений остается очень высокой и значимой. Рустам Минниханов по поручению президента Путина является руководителем группы стратегического видения России и исламский мир. Казань сегодня город, где регулярно проходят важнейшие международные мероприятия и форумы, в том числе недавний саммит БРИКС. Сегодня Казань становится центром геополитики
не только России, но, очевидно, и вот огромного евразийского континента, и не только евразийского континента. Президент нашей России доверил провести саммит БРИКС в Казани. Это же гордость, вы поймите, видели, сколько стран было, сколько глав государства было в Татарстане. Рустам Нургалиевич принимал же их, вы понимаете, даже Москва никогда столько глав государств не принимала. Посмотрите, сегодня даже в составе федеральных делегаций, да, значит, обязательно присутствует Республика Татарстан, если какие-то значимые страны, да, или регионы мира посещает, скажем, наша правительственная делегация. Но иногда, например, значит, если это, скажем, исламское государство, то во главе федеральной делегации стоит наш раис Рустам Нургалиевич Минниханов. Да? Поэтому, на мой взгляд, вот таких успехов в парадипломатии, вот таких успехов в развитии регионального сотрудничества Татарстан сумел достичь, в том числе и опираясь на консенсус, которым была принята Конституция. И все это вещи тесно и гармонично связанные, закрепленные в Конституции и на практике. Татарстан, Казань открыта для международных связей, принимает гостей из десятков стран мира, где им особенно комфортно, удобно, потому что в республике царит мир и уникальное межнациональное и межконфессиональное согласие. И это не только наша оценка. Я думаю, сейчас Казань – это один из самых развитых городов не только России, а Евразии. Здесь инфраструктура отличная, город красивый. А самое поразительное, что саммит проходит в таком месте, как Татарстан. И мы не говорим, что это мусульманский регион России, это другое. Мы видим, как татары и мусульмане, христиане, русские, десятки и сотни других народов и национальностей живут в абсолютной гармонии. И это, конечно, пример, урок, особенно для Запада. Когда приезжали гости, особенно западные гости, когда видели на территории Кремля башню Сюембейки и храм, да, то есть как бы для них это было, да, мы читали, да, но мы не верили, то есть как бы, и когда мы рассказываем нашим гостям, приезжающим с разных стран, о том, что вот у нас мусульманская культура с христианской живет очень близко, да, то есть как бы языки, мы и на своем языке говорим, и на русском говорим, и изучаем другие культуры, то есть, конечно, это плюс, да, к этому всему. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней. Что я еще хочу сказать по этому поводу? Меня каждый год удручает, что в преддверии Дня Конституции в Татарстане не происходит никаких событий. Ни тебе конституционных чтений в Академии наук, ни специальных лекций в высших учебных заведениях, ни конституционных уроков в школах, в общественных организациях. Если бы не обращение Раиса, вообще говорить было бы не о чем. По Корнею Чуковскому такое впечатление, что все чего-то испугались, по углам, по щелям разбежались. Потом удивляемся, что все шире распространяется невежественное мнение, что Конституция Татарстана уже не имеет содержания актуальности. Она декларативный документ, просто декорация. Да мы сами виноваты. Просто нужно достать с полки Конституцию и освежить в памяти. А ведь в преамбуле нашей Конституции записано, что она создает условия для укрепления демократии, социально-экономического развития Республики Татарстан, сохранения исторически сложившегося единства народов Российской Федерации на принципах, подчеркиваю, федерализма. Конституция Татарстана стоит на страже федерализма в России. И это очень важная функция в современном российском обществе, где, что греха таить, усиливаются унитаристские тенденции. И мы не знаем, а какие законы там тупят перья в тиши кабинетов известные депутаты Клишес с Крашенинниковым, которые специализируются в урезании полномочий регионов. Статья 1 нашей Конституции гласит, что Республика Татарстан – демократическое правовое государство в составе Российской Федерации. Государственность Республики Татарстан выражается в обладании Республики Татарстан всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Татарстан, наличие собственной территории, населения, системы органов государственной власти, своей конституции и законодательства, государственных языков и государственных символов Республики Татарстан. В статье 6 записано: Республика Татарстан осуществляет международные и внешнеэкономические связи, заключает соответствующие соглашения, обменивается представительствами, участвует в деятельности международных организаций. Разве этого нет? Статья 8 провозглашает, что государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.
В статье 14 обозначено, что Республика Татарстан оказывает содействие в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности татар, проживающих за пределами Республики Татарстан. Вспомните, как республика помогала восстанавливать сгоревшие села в Курганской области, помогала пострадавшим от наводнения соотечественникам Омской и Оренбургской областей. Я просто не могу прочесть, к сожалению, всю Конституцию в рамках текущего эфира. Она присутствует везде, в уникальных программах газификации, ликвидации ветхого жилья, реконструкции дворов, общественных пространств, в измененном облике наших городов и сел, в экономическом и политическом весе Татарстана. Несмотря ни на что, Конституция Татарстана работает и отражает политические реалии, если хотите, компромиссы современной российской политики, и она устремлена в будущее. Я считаю, нам есть что защищать и за что бороться в рамках развития федеративных отношений российского государства во благо единства всех народов и национальностей этой великой страны. День народного единства совпадает с днем одной из самых почитаемых в нашей стране икон – Казанской Божьей Матери. Считается, что именно она помогла освободить Москву от польских интервентов в смутное время. Она возглавляла и первое ополчение, и второе под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. И это был переломный момент в истории страны. Я не буду вдаваться в историческую хронологию, но даже казанцы мало что знают о том, как появилась казанская икона в народном ополчении. Мало что знают об исторической фигуре патриарха Гермогена, который стал оплотом народной силы, его духовным и стратегическим центром. Когда царя нет, политическая элита раздираема распрями и интересами, когда города грабят и жгут враги. Гермогена православные почитают наравне с Александром Невским, считают спасителем Отечества. Почему я так подробно об этом говорю? Патриарх Гермоген вышел из нашего края. Много лет возглавлял Казанскую и Астраханскую епархии. Именно он, по преданиям, был первым священником, который и принес в храм обретенную икону. Патриарх Гермоген – автор множества трудов об истории Русской Православной Церкви, политик и стратег, чьи убеждения дали начало новой династии русских царей. Немногие знают, что в отряд ополченцев, освободивших Москву вместе с имевшим татарские корни Мининым и Пожарским, влился казанский отряд, многонациональный и разной веры, который также внес свой вклад в общую победу, в единство страны. Можем ли мы заглянуть в зеркало истории, увидеть там параллели и стать причастными к совершенно неожиданным открытиям? Говорят, в Казани сохранились иконы, перед которыми молился за страну патриарх более 400 лет назад. В каком реальном предмете воплотились такие понятия, как единство, братство, неразрывная духовность, увидела Татьяна Тимошенко. Ранним утром у Благовещенского собора Казанского Кремля собираются духовенство, гости, представители православных церквей в Болгарии, чешских земель, Словакии, Америки. Собираются горожане и паломники. Праздник Казанской иконы установлен в память избавления Москвы и России от иноземных захватчиков в 1612 году, когда народное ополчение во главе с князем Пожарским вступило в Китай-город с Казанской иконой. Этот день становится таким более понятным для людей. Надеемся, что и сегодняшний праздник, он послужит такому объединению, ощущению себя единым народом и той ответственности, которая на каждого из нас, взрослых людей, граждан страны, лежит за сохранение единства и целостности нашего государства. И вот момент начала крестного хода. Казанскую икону Богородицы выносят из Благовещенского собора, древнейшего из сохранившихся в Казани памятников древнерусской архитектуры. Именно здесь в 1579 году юная Матрона Анучина рассказала священникам о явлении ей образа Богородицы и повела к месту обретения иконы. Практически этим же путем и движется крестный ход. Около 5000 человек. И первый несут образ патриарха Гермогена, начинавшего путь как казанский священник, который стал первым из духовенства, кто принял явленную икону, и впоследствии сыгравшего одну из решающих ролей в сохранении России. Это была вот сила, которая всю эту территорию, которая уже практически распадалась на какие-то вот куски,
Он это все собрал благодаря своим грамотам, благодаря своим воззваниям, благодаря своей решительности. То есть он стал вот таким символом, центром, вокруг которых, ну как бы теперь сказать, пересобралась вот русская нация в России, государство. Современная терминология вписывается в историческую картину. Коллективный Запад выдвигает как прокси-войска поляков. Вот неопределившиеся частные военные компании, вот лидер общественного мнения. Окно в историю в уникальных по своей значимости духовной, искусствоведческой, исторической экспонатов в музее Казанской епархии. Шитая золотом подвесная пелена, наиболее приближенная по времени создание к первому образу. Степень сохранности как минимум удивляет. Иконы, перед которыми, как глава Казанской митрополии, молился будущий патриарх Гермоген. Эти клеймы совпадают с теми сюжетами, которые находились на раме, которая первоявленную икону обрамляла, и, собственно, вот риза, которая выставлена вот в соборе у нас была. И вот эти все сюжеты, они совпадают в точности. Очень вероятно, что эта рама была создана по благословению патриарха Гермогена, то, скорее всего, в какой-то момент первоявленная икона возможно, была здесь, поэтому это место оставили, даже не стали его заполнять. Первая оригинальная не переводная служба, а национальная русская была посвящена казанской иконе. Да и сама Казань стала более 400 лет назад центром государственного проекта по книгопечатанию. Сегодня около 10% всех сохранившихся книг на кириллице хранятся в Татарстане. Отряд, собранный в Казани, и доставил к месту сбора народного ополчения символ защиты – чудотворную икону. Многие исследователи придают большое значение и важную роль казанским отрядам, и татарским, не только христианским, но еще и мусульманским отрядам, которые влились в земское ополчение. Вплоть до того, что и гражданина Минина кто-то считает крещенным татарином. Есть такая вот версия. Очень много ребят-мусульман, либо христиан, и службы бывают, проходят буквально рядом вместе перед боем, потому что времени действительно на это нет. И это вот показывает, насколько вот единение народа в России вот в этих событиях проявляется. Люди, которых судьба свела в одно место, в один окоп, либо в одно подразделение, они в какой-то степени становятся семьей. И это не важно, кем ты был до того. Важно, что ты здесь, сейчас. Мир стремительно вообще меняется. То есть происходят какие-то такие глобальные изменения, которые совершенно чужды вообще нашему пониманию жизни. Вот тот принцип, который был всегда присущ не только в советское время, и в имперское время, и в царское время. Раньше думай о родине, а потом о себе. Этот принцип, он должен вернуться во все наши дела, в наши мысли, в наши чувства и в наше отношение к существующей действительности. Место проведения традиционных рождественских чтений церковно-государственного форума IT-парк, что тоже символично. Главная тема – необходимость изучения истории. Древнейший список казанской иконы покидает свое место в соборе только дважды в год. Под защитой от непогоды на месте обретения первого образа проходит служба. Затем икона возвращается на свое место в иконостасе, и поток к ней не прекращается, так же, как и сотни лет подряд. Помилуйся Твоей, помяни имя Ты. А простой предмет выставки, посвященный части истории и роли личности в ней – монастырская братина. Общая чаша, из которой за общим столом раздавали воду, и сегодня мог бы стать символом единения народа. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней. Конституция Республики Татарстан выполняет важную консолидирующую роль народов республики, что приобретает особое значение в условиях специальной военной операции. Это особо подчеркнул раис республики в своем обращении по случаю праздника. «Мы чувствуем, — сказал он, — гордость за наше Отечество и родную республику, наш многонациональный народ. Долг каждого из нас с уважением относиться к государственным символам, соблюдать законодательство, защищать Родину». О тех, кто сегодня сражается за Родину, мы каждую неделю рассказываем в нашей программе. В понедельник, 11 ноября, в 21:00 смотрите премьеру специального проекта «Олга» на ТНВ. Его авторы – военные корреспонденты «7 дней». Они будут говорить не о войне, о наших земляках, которые сейчас далеко от малой родины защищают нашу большую родину. Будем говорить о тех, кто ждет их в тылу, о тех, кто помогает, о тех, кто навещает наших земляков в зоне СВО. Словом, это программа о людях.
Кстати, наш батальон «Темир» называют кузницей офицерских кадров. Как минимум 3 офицера ушли на повышение. И сейчас в центрах подготовки кадров обучения на лейтенанта проходят отличившиеся в боях татарстанцы, которые пришли 3 года назад в батальон простыми рядовыми. Подробнее в репортаже Ленара Валиулова и Булата Абдульманова. Пребывая в постоянных командировках на территорию новых регионов России, нам приходится в день преодолевать большие расстояния. Было даже такое, что за сутки мы проехали около 1500 километров. Поэтому какие-то незначительные расстояния мы даже не чувствуем. Только вот на фронтах незначительные метры с боем, преодолеваемые нашими парнями из татарстанских полков и батальонов, это большое достижение с точки зрения боевых действий. Каждые 5 земли простреливается, в небе кружат беспилотники со сбросами. Погода тоже вносит коррективы. Цена каждого метра жизни наших бойцов. Дорого. Железный батальон из Татарстана, пожалуй, один из самых успешных боевых подразделений на этом участке фронта. За плечами парней сотни пройденных километров. Например, наши парни брали Работино, долго его удерживали, пока их не заменили. Затем, учитывая опыт парней, их перекинули под Константиновку Донецкой республики. Наши парни и этот населенный пункт забрали с наскока. Хорошо укрепленный узел обороны. Стоит на перекрестке нескольких дорог, одна из которых уходит прямиком на Угледар. Постоянное перемещение – это часть боевой жизни наших парней. Взят очередной населенный пункт, и организм, как еще сами шуточно военные называют боевые подразделения, поднимается и двигается на многие километры вперед. Между тылом и передовой не должно быть большого разрыва. Поэтому небо здесь далеко не спокойно из-за возможности появления дронов. Непосредственные участники тех событий сейчас на отдыхе. Техника в импровизированном автопарке. Это расчищенный от растительности уголок в лесополосе. Готовится к следующему штурму. Даже тертый в боях УАЗик, его тут еще шахет-мобилем называют, подшаманен. Он главная ударная сила при штурме. В нем бойцы залетают на позиции противника. Вот один из экземпляров, на котором наши штурмовики действуют непосредственно, то есть на большой скорости позволяет залетать в сам населенный пункт, высаживать штурмовую группу, разворачивается и, соответственно, уже уходит в тыл. Командир группы железных, действующих на передке с позывным «Адик». Здесь на югах уже 3-й год. После срочки подписал контракт. Хотя дома пытались отговорить парня. Но что не делается, то к лучшему. В одном из отпусков познакомился с девушкой. Статус военного, ведь красавца-богатыря с поставленным голосом девушку привлекли. Приоритеты на будущее у железного изменились. Начинаешь ценить мирную жизнь спокойную. Желаешь всем спокойной мирной жизни, всем гражданским. Хочется уж быстрее, чтобы победа была за нами, вернуться, спокойно тоже зажить. Вот. А так, пока делаем свою работу, стараемся как можем. Бывают на фронте и радостные моменты. С первым снегом наступающей зимы с большой земли к железным приехала концертная группа народных и заслуженных артистов Татарстана. За неделю в сопровождении заместителя министра культуры республики Ленара Хакимзянова они объехали все наши боевые подразделения и госпитали, где восстанавливаются наши бойцы. На импровизированном под стилистику Сабантуя Майдане, только под сводами маскировочных сеток, артисты подарили нашим парням праздник. Боец с позывным «Бес» не смог присутствовать на концерте. У него большая радость. С Альметьевска приехала семья, супруга, дети и тесть. Доехали за сутки с приключениями. Сын оставил дома паспорт. На границе не пропустили. Оставшаяся в Казани дочь на самолете документ привезла. Встреча все же состоялась. Много тысяч километров. Не испугались? Нет, конечно. Ради него нет. Сколько преодолевали путь? Сутки. Да, сутки. То есть не останавливаясь абсолютно? Не останавливаюсь абсолютно. Для сына нашего героя все интересно. Отец, выполняя свой долг перед Родиной уже 3-й год, к сожалению, пропускает важные для юноши этапы взросления. Поэтому хочется поговорить по-мужски на серьезные темы в эти короткие мгновения встречи. Семья есть семья. С этим все сказано.
А вот дочке важно, в каком комфорте пребывает папа. В блиндаже на 4 человека по-спартански все просто. Об уюте и комфорте под землей думать не приходится. Но главное тепло и безопасно. Вот так вот мы и живем. Ну и как ощущение? Вот уютно, неуютно? Ну, несмотря на то, что здесь как бы женская рука, видно, не прилагалась, несмотря на все это, очень даже достаточно уютно, тепло и, спать можно. Когда чувствуешь и видишь поддержку из дома, то и победить хочется быстрее. Железные свою задачу выполняют исправно. Благо есть для кого и ради каких высоких целей. Поэтому они идут только вперед, страшась даже остановиться. На войне, если остановился, дал передвижку противнику. А он мира не хочет, значит придумает новую пакость. Ленар Валиулов, Булат Абдульманов, 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Никому ничего не понятно. Это же только телевидение начало работать. Мы были единственная студия вообще в Советском Союзе, которая снимала в те годы на широкой 35-метровой пленке. Эра телевидения, события космического масштаба, как создавалась Казанская телестудия. Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Бахрейн, самое маленькое арабское государство в мире. Но эта страна одна из богатейших и влиятельных на Ближнем Востоке. Раис Татарстана принял участие в церемонии открытия конференции по исламскому банкингу и финансам. По традиции в праздничный день 4 ноября прошел гала-концерт республиканского этнофестиваля «Наш дом Татарстан». Гостей приветствовал премьер Алексей Песошин. На сцене оперного театра выступили лучшие творческие коллективы республики. Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства нового театра «Камала». Работа идет и в самом театре, и на прилегающей территории. Раису республики рассказали, здесь появится парковая среда с набережной, разделенная на функциональные зоны. Традиционно в ноябрьские праздники в Татарстане оглашают лауреатов премии Раиса Республики за вклад в развитие институтов гражданского общества. Ее получают те, кто вносит неоценимый вклад в помощь людям. В Казанском Кремле новых обладателей премии лично поздравил Рустам Минниханов. В этом году победили 3 татарстанцев и 5 общественных организаций. Рустам Минниханов осмотрел ход строительства нового следственного изолятора в Казани. Он расположен на улице Гудованцева. Объект планируют сдать в следующем году. Здесь расположатся КПП, режимные корпусы, в том числе для женщин и несовершеннолетних. Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации тенниса России Шамилем Торпищевым. Обсудили развитие этого вида спорта в Татарстане и совершенствование инфраструктуры. Ход строительства дороги обхода Нижнекамска и набережных Челнов проинспектировал Рустам Минниханов. Масштабный проект реализуется в сжатые сроки. Основные работы сейчас завершены на 2-м этапе из 3. Раис республики осмотрел строящиеся участки, будущие зоны отдыха на АЗС, лично проехал по трассе за рулем. Рустам Минниханов и аким области Абай Казахстана Нурлан Уранхаев посетили выставку, посвященную великим казахским деятелям. Экспозиция «Люби все человечество как брата своего» открылась в Казанском Кремле в рамках Дней культуры области Абай в Татарстане. В Казани чествовали аграриев, тех, благодаря кому Татарстан полностью обеспечен основными продуктами питания. Их профессиональный праздник пришелся на середину октября, когда республика активно готовилась к приему саммита стран БРИКС. В этом году хлеборобы вырастили 3 800 000 тонн урожая. Раис Рустам Минниханов поздравил их лично. Вице-спикер Госсовета Марат Ахметов тоже встретился с акимом Казахстанской области Абай Нурланом Уранхаевым и председателем областного маслихата Куанышем Сулейменовым. Для гостей провели экскурсию по зданию Госсовета и рассказали о законотворчестве республики. Рустам Минниханов с рабочей поездкой находился в Москве. Раис республики принял участие в форуме «Технологическое лидерство. Бизнес, наука и государство». Его цель – улучшить ведение бизнеса в регионах в сфере высоких технологий. Также участие приняли заместитель руководителя администрации президента страны Максим Орешкин, главы Минэкономразвития и Миноборнауки. Позже Рустам Минниханов в Москве провел заседание Совета Ассоциации инновационных регионов России. Обсудили вопросы развития. Также в рамках встречи подписали соглашение о принятии в альянс Владимирской области. Рустам Минниханов принял участие в торжествах по случаю Дня сотрудников органов внутренних дел. В МВД республики чествовали лучших сотрудников и благодарили за службу. Раис республики отметил блестящую работу по обеспечению правопорядка во время саммита БРИКС. Глава МВД и секретарь Совбеза вручили полицейским ключи от 55 новых служебных машин. В
Татарстане введено более 3 миллионов квадратных метров жилья. План выполнен на 97%. Такие данные огласили на совещании в Доме правительства, которое провел Рустам Минниханов. По линии коммерческого строительства сдан 51% от запланированного объема. Это 126 многоквартирных домов с суммарной площадью 747 тысяч квадратных метров. По социальной ипотеке годовой план выполнен на 78%. Мы продолжаем программу «7 дней». К другим темам. Жителям Татарстана осталось меньше месяца, чтобы заплатить налоги за 2023 год. Всего в казну должно быть перечислено более 9 миллиардов рублей. И почти половину из этой суммы жители Татарстана уже оплатили. Одно из нововведений этого года – льготы для участников СВО и их ближайших родственников. Эта категория граждан отныне освобождена от выплаты имущественного налога на период 22 и 23 годов. По-прежнему действуют льготы для пенсионеров и многодетных семей. Сама процедура оплаты и отслеживания собственных налогов стала проще. Теперь для создания личного кабинета не обязательно приходить в налоговую инспекцию, как это было ранее. Достаточно заглянуть в приложение госуслуг, все данные привязаны к вашему аккаунту. Но есть нюансы. Как заплатить налоги за себя и других членов семьи? И что будет с неплательщиками? Обо всем по порядку расскажет Диляра Юсупова. Заходим с паролем, с логином, паролем в личный кабинет. Здесь сразу все видно. Вот налоги, какими оплатить налоги. Тем, кто открыл личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, уведомления об оплате по почте больше не придут. Сумма платежа и сколько дней есть в запасе, чтобы успеть оплатить, высветится сразу на главной странице. Там же можете и оплатить налог без комиссии. Выход в личные данные не только из собственной квартиры, но и из самой инспекции. В зале почти пусто. Зачем тратить время, если можно не тратить? У меня налоги, то есть имущество, земельный налог, там транспортный налог, ну все вот как везде все. Тут же сразу можно было увидеть уведомление, которое мне налоговый орган прислал, и благодаря этому, в общем, я оплатила уже налоги, не дожидаясь 2 декабря. У нас появилась возможность получать налоговое уведомление через портал государственных и муниципальных услуг. Для того, чтобы получить налоговое уведомление через портал госуслуг, нужно об этом заявить, то есть направить в налоговую инспекцию согласие. Это делается через портал госуслуг. Они выгружаются только после вот этого согласия налогоплательщика. Налоговое уведомление не формируется, если в нем меньше 300 рублей. Извещение отправят, когда отчисление превысит эту сумму или через 3 года. Но пенсионеры привыкли по старинке прийти лично. Мне не надо это. А вот вам неудобно? Да, мне не надо. Мне легче сюда раз в год прийти и все. Так что я вполне доволен. Все получил. Сейчас проверю, заплачу. Надежнее вроде как ногами сюда прийти за квитанцией. Я сразу оплачиваю. А вы создавали вообще личный кабинет? Сейчас создам, потому что это ко всему в нашем возрасте медленно приходим. Уведомления не придут и тем, у кого есть льготы, а именно те, кто освобожден от налога на имущество. Это по-прежнему пенсионеры, предпенсионеры, многодетные семьи, а еще на этот раз участники СВО и их ближайшие родственники. Участники СВО и члены их семей, родители, супруги, дети освобождены от уплаты налога на имущество на один объект каждого вида. То есть, например, если участник СВО имеет в собственности одну квартиру, один дом, один гараж, одно машиноместо, за каждый объект определенного вида он будет иметь льготу. Льгота распространяется за прошлые налоговые периоды, за 2022 год и за 2023 год. Опять же, эта льгота предоставляется в проактивном порядке, без заявления. То есть членам семьи не нужно обращаться в налоговую инспекцию, все это происходит автоматически. Также в будущем льготниками станут обладатели знака ГТО, прошедшие диспансеризацию. Еще есть изменения. Так называемый налог на богатых. Это НДФЛ, рассчитанный по повышенной ставке 15%, если доходы за год превысили 5 миллионов рублей. За 2023 год его должны заплатить около 8 тысяч человек. Придется заплатить и налог на электромобили, но это только в будущем. С 2024 года соответствующий закон принят. Электромобили
значит, льготируется по транспортному налогу. То есть пока еще налог нужно будет оплатить, да, а в 2025 году, значит, через те, год кто уже... владеет, да, их, по-моему, сегодня около 900 автомобилей, да, у нас? Около 900 автомобилей, которые будут льготироваться на следующий год. Отдельной строкой налог на доход по вкладам придется заплатить тем, кто заработал на банковских депозитах больше 150 тысяч рублей в год. Это касается и пенсионеров. Для примера, в прошлом году максимальная ставка Банка России была 15%, значит, необлагаемая сумма дохода составила 15% от 1 миллиона рублей или 150 тысяч рублей. То есть, если проценты по всем вкладам за 2023 год меньше 150 тысяч, то налог не начислит, а если больше, то только на доход сверх этих 150 тысяч рублей. Если, допустим, наш гражданин получил доход по вкладу в банке 200 тысяч рублей, 150 тысяч рублей льготируется, а с 50 тысяч, значит, по ставке 13% исчисляется налог, и, значит, сумма к уплате налога составит 6500 рублей. Достаточно просто, удобно. Я думаю, если какие-то вопросы есть, любой гражданин может в первую очередь обратиться в кредитное учреждение, где у него есть вклад, и уточнить данные. Лично я давно не была в своем личном кабинете, поэтому давайте попробуем проверить, есть ли у меня налоговые задолженности. Вот мы сейчас находимся внутри вашего личного кабинета. Диляра, я вам вот уже видите на главной странице, у вас есть сумма налога к уплате. Вы можете проверить все свои объекты, которые у вас в собственности, они у вас как бы на сегодняшний день не сняты с учета, верно? Нет. На сегодня татарстанцы уже оплатили почти половину начисленной в этом году суммы. При этом есть злостные должники. Неплательщиками ФНС числятся 237 тысяч жителей Татарстана. Они задолжали около 1 миллиарда рублей имущественных налогов. Тенденция у нас очень хорошая. Могу сказать, что только за год, значит, сократилось должников на 300 тысяч человек. Это очень большая цифра. Исходя из того, что у нас налогоплательщиков в Татарстане 2 миллиона 412 тысяч, сумма, количество должников, хотя и достаточно большое, но в основном наше население, наши налогоплательщики Татарстана очень законопослушны. Отчитываться в налоговой самому нужно тем, кто сдает в аренду квартиру или дачу, кто продал автомобиль, которым владел меньше 3 лет, или квартиру, дом, участок, если они были в собственности менее 3 или 5 лет. Не надо подавать декларацию и платить налог, если вы продали квартиру или земельный участок меньше, чем за 1 миллион, а гараж или машинное место дешевле 250 тысяч. Впрочем, осталось совсем немного времени. Помните о пени и штрафах, если просрочить платеж. Имейте в виду, что теперь заплатить налоги в Татарстане можно не только за себя, но и за другого человека. При этом для этого не нужно ни паспорта, ни доверенности от того, за кого платят. Диляра Юсупова, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. Сейчас еще об одной дате, очень значимой для всего медиахолдинга ТНВ. Только представьте, на дворе 1959 год. Советский Союз продолжает делать невероятные шаги в покорении космоса. Впервые в истории землян с космодрома Байконур был запущен спутник Луна-1, ставший первым рукотворным объектом, который смог покинуть пределы земной гравитации и стать спутником Солнца. Конечно же, это настоящий прорыв в движении человека в бесконечные просторы космоса. В потоке этих грандиозных событий остальные не менее важные свершения 1959 года остались практически в тени. А ведь именно в этот знаковый год в стране открываются новые горизонты телевещания. И в частности, начинает вещать Казанская студия телевидения. Я в ней, собственно говоря, вот сейчас и нахожусь. Хотя эта дата так и не вошла в интернет-энциклопедии, но поверьте, для нашей республики это стало событием космического масштаба. Здравствуйте, дорогие товарищи! Казанская студия телевидения начинает свою работу. Впервые в январе 1959 года с голубых экранов прозвучало это приветствие. К тому времени в Казани потенциальная телевизионная аудитория составляла всего лишь 25 500 человек. Именно столько телевизоров было зарегистрировано в столице Советской Татарии. Первый телеэфир состоял всего лишь из нескольких коротких врезок. Это приветственное выступление первых лиц, концерт оркестра Казанского университета и 2 документальных фильма. Впоследствии объем вещаний равнялся 2,5 часам в день, из которых собственные передачи составляли всего-то 2%.
Я когда пришел в 1967 году, в общем-то, мне кажется, возраст казанского телевидения, это было, если привести жизнью человека, это было детство, скажем. Детство – это всегда какой-то, значит, такой эпизод, когда какие-то открытия происходят, какое-то познание мира. И вот я считаю, что именно в мое время, когда я пришел, у нас было познание телевизионного мира. Первые сотрудники телевидения постигали азы мастерства методом собственных проб и ошибок. Нас лихорадит кустарями. Это искусство дилетантов. Не будет иметь успеха, трубили недоброжелатели с политической трибуны, которая к тому времени уже успела весьма потеплеть. В 1959 году из 116 работников Казанской студии телевидения только 37 имели непрофильное высшее образование. В штате даже не значились такие должности, как редакторы или корреспонденты. Действительно, учебных заведений по подготовке кадров не было, собирали тех, кто имел хоть какую-то склонность к творчеству. Таким образом, на телевидение попали яркие личности, многие из которых стали легендой телеэкрана. Людмила Жукова, Амина Сафиуллина, Абдулла Дубин, Иркес Акаева, Айрат Арсланов, Рустем Набиуллин и многие-многие другие. Каждого зритель знал поименно. Им адресовали письма, давали советы и даже признавались в любви. Это, знаете, вот такая вот деревянная коробка и экран, наверное, меньше вот этого листка. Маленький экран. Узнала у хозяйки, как включается, в 4 часа включала и смотрела на Сакаеву только. Я говорю, диктор, как здорово, какая она красивая. А почему не мне быть там? Вы знаете, по дороге позвоню, я говорю, на телевидении, спрашиваю, дикторы вам не нужны? Это была эра прямых эфиров. Учиться приходилось не по учебникам, премудрости телевизионного искусства постигали в самом процессе создания передач. Потому все программы, которые выходили в первые годы работы татарстанского телевидения, сохранить физически не удалось. Все снималось и выдавалось в эфир тут же. Каждая передача проходила так называемый тракт или же репетицию, а потом, как говорится, внимание и мотор. Ой, вообще атмосфера была поиска, творчества, потому что никому ничего не понятно. Это же только телевидение начало работать. Никаких учебников, никаких там людей, которые могут приехать тебя консультировать, да, потому что они сами, Москва тоже толком-то ничего особо не знала. Вот. И все познавали. Значительная часть первых казанских телережиссеров – это были люди, прошедшие театральную школу. Одним из первых телевизионных режиссеров Гали Хусаинов был выпускником Московского института театральных искусств, актер, который несколько лет служил в Мельпомене и на сцене Камаловского театра и юного зрителя. Ему, по-настоящему влюбленному в театр, казалось, было подвластно все. Но он считал, что в отличие от театра-телевидения, монтируя отснятые кадры, может выйти на более успешные драматургические решения. Вот Гали Каримович. Лилия, он Лилия называл, обозначь мелом стул, потому что мы репетируем, а вечером придем выдавать спектакль. За это время человек, кто-то придет, может подвинуть, а ему важно, если стул подвинут, то и ракурс меняется же у человека, да? А ему важно глаза там, или через, может быть, он через плечо с кем-то разговаривает, да? В те годы телевидение, право, как и сейчас, было трудом коллективным и взаимозаменяемым. Телеоператоры проводили учебу с режиссерами, которые должны были знать устройство телекамер и ее возможности. Режиссеры учили редакторов видеть картинки, чтобы и пишущее братья владело искусством раскадровки. Я и летчиком хотела, я и геологом хотела быть. Конечно, я хотела быть хирургом. Как ни самое главное для меня, как будто хирургом надо было быть. Вы ведь, по сути, стали хирургом. Вы ведь резали кадры, не так ли? Это я резала по миллиметру. Профессиональных телевизионных операторов в Казани готовить было негде. Поэтому студия целевым способом направляла своих работников сразу на учебу в АВГИК. Соответственно, это сказалось и на качестве передач и фильмов. Уже начиная с 70-х годов ни один зональный или же всесоюзный фестиваль телефильмов не проходил без участия Казанской студии телевидения. Студия по-настоящему стала кузницей кадров и для советского телекино. Многие будущие звезды начинали здесь подсобными рабочими, осветителями, кабельмейстерами. Это отдельный человек, который переносил кабель из одного места в другое, а затем вырастали до высококлассных редакторов, режиссеров и операторов.
Функциональность и простота форм – вот девиз советского архитектурного конструктивизма. Это типовое здание для всех студий телевидения того времени было построено еще в 1959 году. С тех пор здесь мало что изменилось, особенно его фронтальная часть. Тот же самый парадный вход и два крыла, как будто это птица, взмывающая в небо. При входе в здание, как и сегодня, нас встречает фойе и, конечно же, большая студия. А дальше по коридору слева находились разные комнаты. Это и гримерка, и комната киногруппы, где как раз и собиралась творческая интеллигенция с весьма интересными героями того времени. Вот, кстати, один молодой режиссер, когда находился именно вот в этом помещении, проделал весьма интересный кульбит. Он опирался руками и ногами о стену и пытался так подняться до потолка. Этот молодой режиссер был никто иной, как Станислав Говорухин. 2 года на Казанской студии телевидения были 2 самых, наверное, счастливых года в моей жизни. И самых интересных в творческом плане. В 1961 году появляется передвижная телевизионная станция, а это значит, что киногруппа, которую, кстати, называли «малым Голливудом», стала выезжать на заводы, фабрики, концертные залы. Появилась возможность уже на месте снимать и выездные очерки, и интервью, и телеспектакли. Большой проверкой технических и творческих возможностей стало проведение Олимпиады в Москве. Операторы, режиссеры и техники тогда показали высочайшее мастерство. Мы были единственная студия вообще в Советском Союзе, которая снимала в те годы даже новости, значит, новости на широкой 35-миллиметровой пленке. Чтобы сказать нашим зрителям, что это такое, на такой пленке снимали художественные документальные фильмы только в Советском Союзе для большого экрана. Потому что у нас была рядом кинофабрика, которая выпускала пленки. Что это давало нам по сравнению с другими студиями? Хорошее качество изображения. Нужно, конечно, признать, что в те годы было и влияние коммунистической идеологии, пропаганды и власти, и рычагов административного ресурса. Но именно татарское телевидение стало местом сосредоточения общественной жизни и национальных интересов. Телевидение, которое вырастило целую плеяду представителей национальной интеллигенции, писателей, поэтов, драматургов, которые именно здесь начинали свой путь. Туфан Миңнулин, Роберт Миңнулин, Разиль Валиев, Рафаэль Мустафин, Равид Батулла, Рузяль Юсупов и многие-многие другие люди, по-настоящему овладевшие и талантом, и искусством, и ремеслом. Эльзира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. И в завершении нашей программы вернемся к Валдайскому форуму. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе фонда клуба «Валдай», ведущий Федор Лукьянов задал в завершении пленарной сессии президенту России вопрос, который мог задать, наверное, только он. Не вернется ли Россия на прежний путь после Путина? В западных комментариях постоянно встречается одна мысль. Вот недавно опять, вчера что ли встретил. Мысли есть, уже хорошо. Уже есть, да. Мысль очень хорошая. Мысль, кстати, со стороны тех, кто как будто бы, позитивен. Так вот, они пишут, что, с Путиным, понятно, ничего невозможно, но Путин рано или поздно уйдет, а вот тогда с Россией надо будет налаживать ее, интегрировать обратно, потому что она вернется на прежний путь. Вернется она на прежний путь? Значит, Россия идет своим путем. Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Но ее, конечно же, нужно интегрировать. Мы от этого никогда не отказывались. Но мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении. А это был путь, который был сопряжен такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее своим интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право. Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии. И мне кажется, что наш народ – это самый простой народ, простые граждане. Вот это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники. Вы знаете, вот вся логика происходящих событий, ведь она что показывает?
люди поняли, что происходит, поняли, что пытались с нами сделать, как бы красиво это не выглядело, и как бы на покровительственно не похлопывали по плечу. И именно с этим связана такая необычная, я бы сказал даже, консолидация российского общества. Именно с пониманием, в чем заключаются кардинальные стратегические интересы страны, в укреплении ее независимости, самостоятельности, суверенитета. Вот в ходе предвыборной нашей президентской кампании, я помню, особенно так не было времени следить за всем, но смотрел, включил телевизор. Иностранный корреспондент какой-то, кстати, иностранный, не помню какой, подошел на улице к мужчине в Белгородской области, в Белгороде. Можно, наверное, в архивах найти этот эпизод. И спрашивает: вы куда? Он говорит: на избирательный участок. Но это же опасно. Дроны могут прилететь, это там можно пострадать. Вы зачем вы идете? Почему вы не боитесь? Ответ был очень коротким. Это такой же мужчина, так средних лет, он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит: я русский. И пошел. И так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. И из Поволжья. Я сейчас не хочу кого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов. И из севера Российской Федерации, из Северного Кавказа, отовсюду. Потому что сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и к пониманию, что такое суверенитет для нашей страны. Это одно из ключевых, жизненно необходимых основ развития России и ее существования в будущем. Я не буду здесь ничего комментировать. Выводы делайте сами. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Борозгада и изготовляклер. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исянмысыз, в студии Динар Бодрудинов. На предстоящей неделе в Татарстане температурный фон понизится, будут преобладать минусовые значения. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана погода будет неустойчивой, неделя начнется с дождей, в середине недели будет светить солнце, и к выходным небо снова затянется тучами и пойдет снег. Температура днем будет понижаться от 0 до 2 градусов мороза, ночью от -1 до -4. На юго-востоке переменная облачность будет сменяться пасмурной погодой и наоборот. Снег прогнозируют в середине недели и в конце. Днем температура составит от 1 до 3 градусов мороза, ночью от 2 до 5 градусов ниже нуля. В центре республики практически всю неделю осадков не обещают. Ожидается переменная облачность. Лишь в воскресенье пройдет снег. Температура днем понизится от +1 до -2 градусов, ночью от -1 до -3. На юго-западе Татарстана будет еще больше солнца. В будние дни осадков не будет. Снег пойдет только в выходные. Здесь будет теплее, чем в других районах. Днем от +3 в начале недели до -1 в завершении. Ночью от 0 до -2. На северо-западе республики и в столице Татарстана ожидается неустойчивая погода. Первые 2 дня пасмурно, возможны осадки в виде дождя. Затем 3 дня прояснений и выходные снег. Температура будет меняться от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза. Ночью от 0 до -2. Это все о погоде на ближайшие 7 дней. Всего доброго, удачного начала новой недели. Атналарыгыз, уңышлы болсын.